Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире главного национального канала передача «Новый день». И сегодня мы его ведем вместе с Алиной Алексеевой и я, Максим Гоголев. Сегодня 14 октября, понедельник. Я надеюсь, что вы зарядились энергией за выходные и готовы приступить к этим рабочим будням. Сегодня День работников заповедного дела в России. История заповедного дела началась в России аж с 1917 года. Тогда был создан Баргузинский государственный заповедник. Работники заповедников – настоящие энтузиасты и любители своего дела. Благодаря их усилиям удается сохранить в первозданном виде уникальные ландшафты и многообразие животного и растительного мира на территории Российской Федерации. Именно они спасли от истребления соболя, европейского бобра, амурского тигра, зубра, дикого пятнистого оленя и множества других редких видов животных, часть из которых существует только на территории заповедников. Но кроме всего прочего, кроме такого многообразия и разнообразия в зоне заповедников, да, сегодня, 14 сентября, отмечают еще и День стандартизации. Что такое стандартизация? Стандартизация, вообще этот день, он призван у людей, да, среди жителей планеты Земля, определить какие-то стандарты для того, чтобы было удобно между собой общаться, да, между разными национальностями, между разными ведомствами и так далее. То есть что вообще стандартизируется сегодня? Это продукция, нормы, требования, методы и термины. Я думаю, что термины – это очень важно. Даже вот сегодня мы уже узнали про День заповедника, да? И насколько важно понимать, чем отличается, например, заповедная зона от просто леса. Ну да. В чем разница, да? Это, наверное, очень важно. И сегодня еще у нас Покров день. Да, Покров день у нас. Сегодня в Покров день почитают Пресвятую Богородицу и благодарят ее за защиту. В Покров день входит в число важнейших после Пасхи. Что нельзя делать на Покров день? На Покров день нельзя заниматься какой-либо физической и умственной работой. Сквернословить, заниматься рукоделием, стирать, гладить, употреблять спиртные напитки. Я хочу напомнить, что Покров день – это важнейший праздник до Пасхи. Также, что нужно делать на Покров день? Угостить свежей выпечкой людей, которые вам приятны. Можно не только выпечь, а просто можно купить, мне кажется, какую-нибудь выпечку и подарить ее человеку, который вам нравится. Да, тем более, что сегодня такое разнообразие большое, да, есть среди разной продукции. Да. И выпечку, и конфеты, и торты, все это доступно. Понедельник – самое время начать, я думаю. Да. Также на Покров день, если сегодня Покров день идет снег, такая зима будет. Если на Покров день снег полностью покрыл поле, то снег, как они заверяют, не будет таять до середины февраля. В нашем регионе, скорее всего, до самого мая. А какая сегодня погода, мы узнаем прямо сейчас. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центральные Улусы в 6 часов утра минус 12, минус 19 градусов, днем минус 3, минус 5. Заречье минус 8, минус 14, днем минус 3, минус 6. Южные Улусы минус 10, днем минус 2, минус 5. Вилюйские Улусы минус 5, минус 10, днем минус 2, минус 5. Нижнеленские Улусы утром 10, минус 11, днем минус 6, минус 7. Западные Улусы минус 4, минус 5, днем минус 1, минус 2. Колымо-Индигирские Улусы минус 3, минус 10, днем минус 2, минус 9. Янские Улусы минус 11, минус 16, днем минус 6, минус 14. Северо-западные Улусы минус 6, минус 9, днем минус 5, минус 9. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 11 градусов, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 4-9 миллиметров в секунду. Днем ожидается минус 4 градуса. Спасибо за прогноз погоды. Я надеюсь, что Покров день пройдет у нас снежный, потому что я, например, снег люблю. И мне бы очень хотелось, чтобы снег шел всю зиму, потому что говорят же, да, выпал снег, упал мороз. Что-то там, кошка носом греет нос. Ой, что-то такое, в общем. Для того, чтобы быть в курсе событий, которые происходят у нас в республике, новостная группа, пожалуйста.
В эфире новости расскажем о самых заметных событиях к началу дня. В студии Василий Радченко, здравствуйте. В городе Нерюнгри в районе магазина «Сказка» накануне сбили ребенка. Информация об этом и короткое видео опубликованы в социальных сетях. Очевидцы сообщают, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал мальчик 6 лет. У него черепно-мозговая травма, ребенок в тяжелом состоянии. Сейчас информация уточняется. Мост через реку Марха в Нюрбинском районе почти готов. Акционерное общество «Сибмост» находится на завершающем этапе строительства мостового перехода на 756-м километре автодороги Вилюй. До ввода объекта в эксплуатацию остаются считанные дни. Официальный ввод намечен на первую декаду ноября. В связи с этим автомобилистов, передвигающихся по ФАТ Вилюй, убедительно просят не ездить через мост, дабы не нарушать целостность еще не окрепшей конструкции. До официального ввода объекта в эксплуатацию запрещается проезд любых автотранспортных средств по данному мостовому переходу. Убедительная просьба пользователей автомобильных дорог не подвергать себя и людей, работающих на данном объекте, жизненному риску. Спасибо за понимание. Глава Якутии занял первое место в рейтинге глав Дальневосточного федерального округа и 8-е место в рейтинге глав регионов России. Топ-руководителей составила компания «Медиалогия» за июль 2019 года. Эксперты отметили среди популярных тем заявление Эсена Николаева в ходе Восточного экономического форума о необходимости принятия национальной программы по развитию макрорегиона и подписания властями Якутии и японскими компаниями соглашения о намерениях по проекту реконструкции аэропорта Якутска. Кроме этого, отмечается участие Николаева в торжественной церемонии открытия и пленарном заседании Северного форума и другие темы. В тройке лидеров Дальнего Востока также глава Приморского края Олег Кожемяка и исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко. Функции тепловой сети, после чего рассматривается переход Якутска в ценовую зону теплоснабжения. В столице Якутии завершился 12-й международный турнир по вольной борьбе серии Гран-при Дмитрия Коркина. Виктор Рассадин, капитан сборной Якутии, в 5-й раз стал чемпионом турнира в весе до 65 килограммов, выиграв якутянина, выступавшего за команду Республики Белоруссия Нюргуна Скрябина. Якутские спортсмены по итогам чемпионата завоевали 1 золотую медаль Виктор Рассадин, 1 серебро у Арьяна Тютрина и 1 у Нюргуна Скрябина. И 4 бронзы – это Револи Самсонов, Тимур Николаев, Эдуард Григорьев и Петр Павлов. Напомню, в этом году 12-й международный турнир собрал 156 спортсменов-вольников из 26 стран мира. Спортсмен. Уже 4-й раз, всегда повторяюсь, говорю, что здесь очень приятно бороться на этом турнире, потому что здесь, конечно, болеют как за своего. Поэтому я всегда с радостью приезжаю на ваш турнир. Вот эта атмосфера очень классная. Такую атмосферу мало где увидишь, таких болельщиков. А якутянка Анастасия Шитикова стала победительницей молодежного первенства мира по самбо. Золотую медаль алданская спортсменка получила в Узбекистане. Она выступает в весовой категории 70 килограммов. В финале Шитикова одержала победу над соперницей из Украины Валерией Захаревич. Всего в соревнованиях принимало участие 370 спортсменов из 29 стран. На этом выпуск подошел к концу, но наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий, а мы будем держать вас в курсе новостей. Я напомню, что еще больше актуальной информации вы найдете на наших сайтах yak24.ru, nvk-online.ru, а также в социальных сетях. На этом мы пока завершаем выпуск. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Спасибо новостной группе. Итак, выпал первый снег, да? Как сказала Алина, снег был действительно долгожданный. А о том, как наши жители встречали первый снег, узнаем вместе с Анной Васильевой. Зима, Новый год. Холодно. Что сказать? Хорошо. Тепло. Настроение. Ну, хорошее зимнее. Что вы ожидаете? Много чудеса. Шикарное настроение. Я обожаю, когда снег падает. Особенно, когда вчера снег выпал, у меня просто шикарное настроение появилось. Прям таки хочется взять в детство, окунуться, типа снеговика слепить и потом валяться в снеге. Хорошее настроение. Отличное настроение.
В городе так хорошо сразу стало, все белым-бело. Наступает зима. Прекрасно. Ну, судя по опросу, мне кажется, что все якутяне любят снег. А все потому что, когда снег, как говорится, мороз спадает. А у нас есть такая вот интересная сейчас новость о том, что... Даже это не новость скорее, да, это о том, как наши репортеры побывали в селе Ой Хангаласского улуса. А что там произошло? А произошло там следующее. Уже 3 года на территории села Ой функционирует бизнес-инкубатор. Наши корреспонденты там побывали и узнали, кто там является резидентами, по какому принципу устроена работа в этом бизнес-инкубаторе, как туда попасть и какие успехи уже есть у резидентов этого инкубатора. Давайте узнаем в сюжете Виолетты Засимовой. Бизнес-инкубатор села Ой открыл свои двери в сентябре 2016 года. Одноэтажное здание с 6 офис-боксами было построено на средства из республиканского бюджета по линии Министерства предпринимательства, а также при поддержке района Иннослега. В данный момент все 6 офис-боксов заняты начинающими предпринимателями. Они могут базироваться в здании бизнес-инкубатора не более 3 лет, затем отправляются в свободное плавание. При этом оплата за аренду помещения, а также за электроэнергию, тепло производятся по льготной ставке. Остальное возмещает наследная администрация. Площадь бокса разные. Так, начиная с 36 квадратных метров, заканчивается 90 квадратных метров. Владислав Пермяков стал резидентом бизнес-инкубатора совсем недавно. Он только обосновался в выделенном ему помещении и на днях должен запустить собственную доставку чистой питьевой воды. Чтобы закупить необходимое оборудование для своего бизнеса, он заключил с государством социальный контракт, а также получил субсидию Центра занятости населения. Всего вышло около 350 тысяч рублей. Но здесь все равно население вода нужна. Вот у нас 3000 человек живет. Нет у нас своей вот чистой воды. А так с Покровска эта доставка вовремя все равно не приводит. Еще один резидент бизнес-инкубатора Семен Денисов также воспользовался социальным контрактом, чтобы приобрести стенд для регулировки и ремонта топливных насосов высокого давления. И теперь предоставляют услуги по ремонту топливной аппаратуры дизельных двигателей. Клиенты обращаются к нему не только с населенных пунктов Улуса, но и с соседних районов. Причиной ли тому бизнес-инкубатор, но в селе Ой наблюдается сверхнизкий процент безработицы. Из почти 3000-го населения нетрудоустроены всего 37 человек, что составляет 1,3% от общего количества жителей. И то это люди предпенсионного возраста, вахтовики и инвалиды. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Хочу напомнить, что мы работаем также с биржей труда, и они сегодня выставили некоторые вакансии. Требуется инспектор, уголовно-исполнительная инспекция УФСИН по Республике Саха-Якутия. Им требуется инспектор, высшее образование, водительское удостоверение категории «Б», грамотный, годный по состоянию здоровья, если мужчина, отслуживший в Вооруженных силах Российской Федерации, полная социальная гарантия по Трудовому кодексу Российской Федерации, прием на работу по результатам собеседования. Образование высшее, заработная плата 68 тысяч 10 рублей. Также требуется старший инспектор уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Республике Саха-Якутия, высшее юридическое образование, водительское удостоверение категории «Б», полная социальная гарантия по Трудовому кодексу Российской Федерации, грамотные, годные по состоянию здоровья, если мужчина, то отслуживший в Вооруженных силах Российской Федерации. Прием на работу по результатам собеседования. Образование высшее, заработная плата 60 570 рублей. Также требуется бухгалтер, ООО «Айгуль», работоспособность, тактичность, внимательность, стрессоустойчивость, исполнительность, наличие медосмотра и санминимума, знания 1С и Т и С, образование среднепрофессиональное, в том числе начальное профессиональное, заработная плата 35 тысяч рублей. Ну, Максим, работа работой, конечно, да, но мне кажется, всегда в жизни любого и инженера, и бухгалтера
ну и особенно, наверное, детей, должна быть должно быть место для каких-то увлечений. Да. Вот я, например, вчера весь вечер чем занималась? У меня дочка играет теперь на укулеле. Ты знаешь такой инструмент? Да. И вот мы вчера разбирались с ней. Она учится в 5 классе, у нее нет никакого там образования музыкального и так далее, да? Но она мне вчера взяла и сыграла там «С днем рождения тебя». Ну как здорово. Представляешь? У тебя был день рождения или это она просто готовилась, может, к чему? Это она просто за 3 урока уже научилась на укулеле без знания нот, без знания музыкальной грамоты. Она уже научилась играть, вот, ну, казалось бы, элементарную, но мелодию. Это здорово просто, да. Ты знаешь, что, оказывается, для того, чтобы играть на укулеле, не нужно вообще музыкальное образование. То есть класс гитары, класс фортепиано. Ты вообще играешь на чем-нибудь? Да, я вообще владею 2 инструментами, да, немного играю на гитаре, но мне больше нравится ударный. Но у тебя есть какое-то, мне кажется, у Максима должно быть какое-то музыкальное образование для того, чтобы играть на музыкальных инструментах. Это все равно, ну я, например, не играю, я не умею. Ну, честно говоря, я сам просто для себя играл, нигде не получал специальное образование. Давайте посмотрим, да, этот сюжет про укулеле. В руках несравненной Мэрилин укулеле обрела популярность и покорила сердца даже тех, кто далек от музыки. Это миниатюрная гитара, которая ассоциируется у нас с легкими гавайскими мотивами, имеет интересную историю. Оказывается, это компактная гитара с легким и жизнерадостным звучанием, с гавайского переводится укулеле как «скачущая блоха». Но, тем не менее, родиной укулеле являются не Гавайи, а Португалия. Португальские струнные инструменты кавакиньо и машети являются прародителями укулеле. К 1850 году сахарные плантации на Гавайях нуждались в большом количестве работников. Среди иммигрантов на острова пришли португальцы, которые привезли с собой своих кавакиньо. Валентину Дьяконову в детстве не взяли в музыкальную школу, но девушка со временем доказала всем и прежде всего себе, что музыка – это ее жизнь. И сегодня она дает уроки по укулеле для всех желающих. Сама обучалась в одной из музыкальных школ нашего города Якутска. Там меня познакомили именно с первыми азами. А дальше мне это очень сильно понравилось. Я сама пою. Мне, конечно, было приятно играть и петь одновременно. Ну, а дальше, конечно же, интернет-уроки помогли, плюс мои друзья тоже, они играют на укулеле, поэтому вечерами мы собирались. Всего существует, самых основных 6 видов. А самые-самые популярные – это 2 вида – сопрано и концерт. У меня сейчас в руках размер концерт, он намного больше. Простота в игре и уникальный звук укулеле позволяют ему сейчас быть одним из самых популярных музыкальных инструментов среди молодежи, в том числе и в нашей республике. Мне очень нравится укулеле, потому что она очень маленькая. Я сегодня узнал пальчики. Я влюбилась в укулеле, скорее всего, именно из-за ее вида внешнего, да, потому что она такая вся мимимишная, чукурушная, нельзя прям на этот инструмент злиться, да, а потом, когда я коснулась струн, мне очень понравилось звучание, а далее оказалось, что очень легко обучиться играть на инструменте без всяких там определенных навыков, да, мне это очень сильно понравилось, и плюс настроение, настроение поднимается, когда ты просто прикасаешься к этому инструменту. Можно быстро играть. Мария Павлова, Андрей Лазарев. Новый день. Якутск. В последнее время на слуху у якутян белые медведи. Я слышал, что Колымана беременна во 2-й раз. О том, как играет дочка Колыманы Ломоносова, Харчана, можно смотреть бесконечно. Давайте немного позитива посмотрим. Ложкой снег мешая. Слухи о том, что медведица Колымана беременна во 2-й раз, ходили еще в прошлом году, но тогда они не подтвердились. На этот раз 100% гарантии в зоопарке Артодайду также не дают. Из-за крупного телосложения белых медведей беременность может быть визуально незаметной в течение долгого времени. Плод слишком маленький по отношению к телу,
Также возможно, что медлительность Колыманы связана с ее взрослением. Медвежата очень активные, а когда становятся старше, то ведут себя более степенно и делают меньше движений. Напомним, партнер Колыманы Ломоносов приехал в Якутию из Санкт-Петербурга. В 2017 году у них родился первенец, дочка, которую назвали Харчаной, Снежинка в переводе. Дочка самой известной пары белых медведей сейчас живет в Ленинградском зоопарке. Ранее сообщалось, что Харчана повредила когти на левой передней лапе из-за неудачного прыжка в незаполненный водой бассейн. По всей видимости, раны зажили, и Харчана снова наслаждается купанием. Что и подтверждают эти кадры. Милое видео, где радостная Харчана играет с мячами, подарками, предоставленными в рамках программы опеки белых медведей, выложили на странице Ленинградского зоопарка в Инстаграм. Во Владивостоке прошел театральный форум «Российский театр. 21 век. Новый взгляд». И сегодня у нас в гостях Марина Силина. Марина Силина – заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия, заслуженная артистка Российской Федерации и Республики. И также у нас в гостях Аяла Мосов, председатель Союза театральных деятелей, также заслуженный артист. Доброе утро. Доброе утро. Итак, расскажите, как прошел форум? Форум прошел очень хорошо. Я еще раз хочу добавить, что это был Дальневосточный театральный форум, который собрал театральных деятелей Дальнего Востока, театров Дальнего Востока. Он проходил в течение 5 дней, была насыщенная программа, и от нашего региона форум представляли более 20 человек, ну, практически все театры в той или иной форме, кто прошел отбор, предварительный отбор. Какие театры? Ну, театры, значит, были театр Аланхо, Саха-театр, театр оперы и балета, театр юного зрителя, Нюрнбергский театр был представлен, ну, вот, Мирнинский театр был представлен, да. Также я слышал, что там была выставка художников. Да, в рамках этого форума проходила специальная программа, выставка художников «Театральный транзит». И здесь были представлены наши художники. На этой выставке 4 художника представляли республику. Это Дарья Дмитриева, Саха-театр, художник Саха-театра, Саргалана Иванова, главный художник театра оперы и балета, Михаил Егоров, главный художник театра Аланхо, и Николай Попов, главный художник Русского академического театра имени Пушкина. Вот, выставка прошла очень хорошо. Получила большие отзывы, и даже наша вот именно сама выставка, именно сама коллекция, которая была представлена, получилось так, что мы почти что весь зал заняли, практически весь, ну, как бы немножко сместилось на нас, да, на нас сместился Марина акцент. Владимировна участвовала в открытии этой выставки, на открытии, и в костюме. Да, я как раз представила образ Туярмако. Это, да, это был спектакль Николая Николаевича Попова в театре оперы и балета «Юргун Ботор». И вот как раз образ Туярмако был, костюм представлен. Я в нем открыла и спела, как бы тоже на открытии. А какие еще мероприятия были, Аял? Огромное количество мероприятий было, потому что... Лаборатории были. Лаборатории были не только для руководителей, да, для руководителей театров, для региональных союзов театральных деятелей. Также проходили лаборатории по мастерству актера. Это, ну, это повезло огромное тем, которые приехали в большом количестве, потому что артисты, они получили огромные знания по гриму, приходили... Давали мастер-классы большие специалисты московские, да, по гриму, да, и постановочная часть, вот этот, бутафоры, звукорежиссеры, осветители. Так что вот, огромное свежее дыхание, потому что вообще по театральному пространству Дальнего Востока. По театральному маркетингу было. А сейчас, да, у нас, допустим, да, у театралов нашей республики, да, какие тенденции и проблемы есть, на ваш взгляд? Ну, проблемы, конечно, безусловно, есть, вот, но мы их решаем. Конечно, у нас есть то, что самая большая проблема – это не очень отличная база материально-техническая, да, всех театров. Ну,
Больше всего, конечно, наслышана о театре юного зрителя, который сейчас в аварийном состоянии, но мы работаем над этим. И в русском театре не обновлялась сцена оборудования уже давно очень. То есть мы знаем об этих проблемах, но все-таки мы работаем. Очень помогает в этом нам нацпроекты. То есть буквально на следующей неделе открывается сельский дом в селе Дикемдя, Дом культуры, и затем в Сырдахе практически сразу же, да. Поэтому дома культуры, они тоже являются таким сосредоточением культуры на селе. Там могут и народные театры свои постановки ставить, и наши театры уже на эту сцену, которая стандартная, могут выезжать с гастролями, ну, как бы с такими нормальными стационарными спектаклями. Кстати, по поводу гастролей, да, расскажите, Аял, какие гастроли у вас были? В год театра у нас, конечно, огромное количество гастролей. Вот этот семинар, да, который прошел во Владивостоке, он 7-й по счету. А до этого был Северокавказский. Мы участвовали на Северокавказском, в городе Грозном, Чечне, со своим спектаклем «Желанный берег». Потом по приезду во Владивосток уехали. Потом я прилетел в 3 ночи в город Якутск, и на следующий день в 6 часов утра я должен уже был стоять на сцене Алданского театра со своим спектаклем. Значит, ну, видите, да, какое это... Расскажи да. Про гастроли Сахатеатра, которые только прошли. 114 театральный сезон открывает Сахатеатр. И мы в этом году, да, открыли в промышленных городах нашей республики, это в городе Алдан и в городе Нерингри. И представили репертуар вот этот самый разный. Это начиная от русской классики, братские народы, и заканчивая нашей классикой, Платоном Аюнским, Киаракяновым. Так что мы такую широкую палитру, спектр такой своего репертуара показали. Зритель очень тепло Да, принимал, зритель вообще классно принимал. залы. Несмотря на то, что там наши спектакли, вот «Желанный берег», да, он как бы рассчитан на то, чтобы площадка была. Но он, оказывается, такой мобильный спектакль, да, когда лодку повесили, и все. Он может везде играться. Ну все, спасибо вам большое, что погостили у нас. Еще раз доброе утро. Доброе утро. С добрым утром. Желаем вам плодотворного понедельника. Спасибо. Спасибо. Вам тоже. А мы переходим на короткую рекламу. Отпразднуйте новоселье уже в этом году. Застройщик АО ДСК сдает дом в 203-м квартале уже в конце 2019-го. 33 13 28. В торговом доме «Сырбеке» шикарная греческая соболиная шуба по очень приятной цене. Роскошь стала доступней. «Сырбеке». СКА Мебель осенний ценопад до 40%. Кухни, диваны, мебель для офиса, детских садов и школ можно оформить в рассрочку или кредит. Ждем вас по адресу 50 лет Советской армии 30. Телефон 700 590. Ева Бусирге. Ананның кенеха. Барабыт мақтала. Бусирге тереппит. Бұл күні көрдірпит. Бихеха иебит. Күн тәңе кехебит. Алтынне 19 күнігер. Опера онна балет театрыгар. Ие мечәрі концертный программаға ыңырабыт. Күнді иелер бит. Күнді тапталлах әбәлер бит. Чәген болун. Жаулах болун. Алтынны сүрбәһис күнігер Сахатеатргар сақал бәдибәт талана Валерий Ноев түрәбіде ағуын сылығаран лауқылақан концерт спектакль болар. Валерий Ноев рылдарын басың толыратчылара оннан күйіттер рығыттар біліқтірі күттіқтіра. Бұдал ғытулақ ақтылған кехетені Валерий Ноев чүгіздіғыра Аркадий Алексеев Слайныдыға. Сағалыныта 16-19 частан. Уважаемые жители республики, не упустите возможность приобрести новые квартиры на улице Строителей в городе Якутске. Звоните 459 359. Впервые в Якутске. Огромный выбор пуховиков и модных пар в центре верхней одежды «Торнадо». Скидки и рассрочка до 2 лет. «Торнадо». ТЦ ГАИ, 2-й этаж. И снова доброе утро. И у нас следующий гость. И у нас сегодня в гостях первый заместитель министра образования и науки Республики Саха-Якутия Любимова Ирина Павловна. Доброе утро, Ирина Павловна. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, мне кажется, что люди науки, они всегда так рано встают. Ну да. А как проходит ваше утро обычно? Утро у меня очень бодро, очень торопимся на работу, как обычно, да. Рано встаю. Рано встаете? Да. И зарядка, завтрак? Обязательно.
Здорово. Мне кажется, нужно брать обязательно пример всем, потому что я, например, так рано встаю только в свои эфиры. Мы встаем в 5 часов утра, чтобы к 7 часам приветствовать наших телезрителей с экранов НВК СХ. Ирина Павловна, мы сегодня с вами должны рассказать нашим телезрителям о программе, о национальном проекте «Демография». Я знаю, что это связано с трудоустройством женщин, мамочек, у которых есть детки до 3 лет. Расскажите нам, пожалуйста, вот как эта программа реализуется и в чем она заключается? Мы знаем, что национальный проект «Демография» на самом деле имеет очень много направлений, и одно из основных направлений – это содействие занятости женщин. Вы правильно отметили, что, конечно, мы хотим, чтобы мамочки вышли на работу, чтобы увеличиться доходная часть всех семей, чтобы, конечно, все были очень успешны в своей жизни. Вот. И мы должны для этого создавать все условия. И Министерство образования и науки в этой части, конечно, обеспечение мест наших маленьких детишек, ясельные группы местами. Вот. И поэтому одно направление – это создание мест, а другое направление – это обучение наших мамочек. Вот. Поэтому второй частью занимается Государственный комитет занятости нашей республики, а первая часть – это конкретно наше Министерство образования. При этом от 1,5 до 3 лет – это впервые в России. Этот проект работает с 2019 года. А в Якутии у нас тоже, с учетом того, что в 2019 году в очереди состояло более 5000 наших маленьких детишек, мы должны до 2021 года, до конца года, обеспечить их всех ясельными местами. А на сегодняшний день в республике уже в каких-то улусах есть такие ясельные группы, да? Да, ясельные группы всегда не были. И в прошлом году, в 2018 году, еще 5 таких учреждений открылось. Это 4 в городе Якутске и 1 в Оленёкском районе. Вот. А с началом реализации этого проекта, конечно, будет в этом году, в 2019 году, будет построено 10 дошкольных образовательных учреждений с такими группами. О, здорово как. И это все муниципалитет? Это все муниципалитет, но в основном это город Якутск. Как мы знаем, что очередь в детские сады у нас только в городе Якутске более 13 тысяч маленьких детишек стоят в очереди. И получается, что у нас открывается именно ясельный сектор, да? Да. То есть, для детишек, которые впервые пойдут в детский сад, да, в образовательное учреждение. Еще у меня есть к вам вопрос. Будут ли, я думаю, это сейчас актуально, потому что сейчас, как город, как мамочки выходят из ситуации, да, они обращаются в частный сектор, да? Насколько вы будете использовать ресурс частного сектора? Надо сказать, что наш регион является лидером Республика Саха-Якутия именно в организации частного сектора. 10 лет назад их только одно учреждение было, а сейчас их более 40 только в городе Якутске. И надо сказать, что силами частного сектора мы должны охватить более 500 детей, но на самом деле мы сегодня тоже получили предложение с нашего федерального координатора проекта, чтобы увеличилось. Поэтому я хочу сказать, чтобы, может быть, уважаемые наши телезрители захотят открыть частный детский сад, мы всячески будем помогать по лицензированию, методическое сопровождение и, конечно, субсидирование. Если ясельные группы откроют, то со следующего, с 2020 года будет субсидирование с федерального уровня. Мне кажется, это было замечательное такое обращение к нашим горожанам, которые, возможно, планируют начать какую-то предпринимательскую деятельность. Детские сады — это все равно всегда актуально. Детишки у нас рождаются, чему мы очень рады. Спасибо вам за то, что посетили нас в это утро, рассказали нашим телезрителям о таких хороших новостях. Я думаю, рады и мамочки, и предприниматели, и, конечно, главное, детишки, которые теперь могут в коллективе развиваться. Да? Да. А у нас сейчас, в продолжение нашей телепередачи, у нас школьная рубрика. В этой школьной рубрике мы спрашиваем у наших горожан, насколько хорошо они помнят школьную программу. И снова про образование. Какая река самая длинная в мире? Амазон. Лена. На Земле Нил или Амазонка, скорее всего. А какая из них? Не могу, не мерил. Амазонка. Волга. Нил. Нил. Нил, наверное.
Где образуется желчь? В желудке. Поджелудочной железе. Поджелудочной железе, наверное. Поджилочной железе. Поджелудочной железе. Кто придумал русский алфавит? Человек. Какой-то немец. На этот вопрос не знаю ответ. Два человека. Какой-то грек. Кирилл и Мефодий, да. Кирилл и Мефодий. Кириллица, да? Кирилл. И Мефодий. Кирилл и Мефодий. Что возникает при неравномерном распределении атмосферного давления? При неравномерном распределении, ну, в какой-то части Земли тогда будет больше эффект Солнца. Состояние потепления или похолодания, это, что возникает При неравномерном распределении. ветер. Какова численность нашей республики? Республики? 700 тысяч, по-моему. Так, миллион где-то 100, что ли? Ну, 900 тысяч, наверное. 200 тысяч. Около 700-800 тысяч. 900 тысяч человек. Меньше миллиона? Меньше миллиона. Сколько хромосомов в геноме человека? 26. 2, наверное. 10. По-моему, 8 было. 59. Мне самой всегда очень нравятся такие рубрики, когда, ну, условно людей застают врасплох и спрашивают у них там что-нибудь про гипотенузу или катет, или что-то такое. Я всегда думаю, как бы я ответила, как бы я ответила. А у меня в гостях следующие наши сегодняшние гости. Замечательные ребята. Василий Попов, исполнительные обязанности председателя первичной профсоюзной организации студентов имени Максима Кировича Амосова, Северо-Восточного федерального университета. Очень длинное прямо название всегда, да? И Ульяна Иванова, первый заместитель председателя, давайте говорить ППОС, хорошо? И будем подразумевать, что под ППОС мы имеем в виду первичную профсоюзную организацию студентов. Василий, у меня к вам, во-первых, доброе утро, конечно. Доброе утро. Да. У меня к вам сразу вопрос такой. Вот ППОС, СВФУ является одной из крупнейших вообще молодежных организаций в республике, да? А какие цели, ну, для многих это просто неизвестно, да? Я думаю, среди студентов, среди преподавателей работа ППОС, она очевидна вообще. То есть все знают, чем занимается, какие цели преследуете. Для наших телезрителей расскажите, пожалуйста. Наш студенческий профсоюз – это организация, которая преследует три основные свои цели. Во-первых, это же, конечно, защита прав студентов и представление их законных интересов. Работа с университетом по отстаиванию каких-то позиций, интересов наших членов профсоюза. Во-вторых, это, конечно же, организация досуга наших членов профсоюза. Это организация различного рода мероприятий, культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, обучающих, каких-нибудь мероприятий патриотической направленности. Ну и третья цель нашей организации – это помощь в самореализации студентов и развитие студенческих инициатив. Ну, такие большие цели на самом деле, крупные. да, и мне кажется, работы хватает. Да. Тем более, что студенты каждый раз у нас новые, каждый раз нужно вот эти принципы какие-то там, ну, внедрять. Я знаю, что в этом году профсоюзному движению студентов Якутии исполняется 85 лет. Но мне кажется, если ППОС это не отметит, то кто же тогда? Какие мероприятия вы планируете в этом году провести? Какие юбилейные мероприятия? Да, в этом году 85 лет как студенческому профсоюзному движению, так и высшему образованию в Республике Саха-Якутия. История начинается с 1934 года. Одна из, наверное, не просто крупнейших, но и самых взрослых по возрасту организаций. У нас в начале декабря предусмотрена целая неделя. В рамках нее пройдут и итоговые мероприятия наподобие официальной, неофициальной части дней рождения. Будет презентация нашего первого документального фильма. Между прочим, ваши коллеги из НВК «Саха» заказ наш выполняют.
Мы недавно ходили на предпросмотр, очень хорошие кадры, снимки получились. Все это делается по инициативе нашего лидера Александра Владимировича Соева. И в рамках также празднования у нас мы отмечаем в этом году еще один юбилей. Это 50 лет ансамблю «Сергеляские огни», в честь которого наш любимый культурный центр был назван. Ну и, конечно же, у нас приурочен другой ряд более мелких мероприятий, среди которых итоговое подведение посвящений первокурсников и так далее. То есть юбилейная программа в этом году очень большая. Вот теперь, наверное, у Ульяны спросим, да? Ульяна, вы как заместитель председателя, наверное, мне кажется, можете нам рассказать о том, что в этом году еще пройдет юбилейная школа актива. Да. То есть это тоже еще один праздник, 15 лет исполняется, да? И мне кажется, про данное мероприятие тоже интересно послушать, что вообще будете делать. Ну да, действительно, в этом году не только студенческому профсоюзному движению нашего университета 85 лет, но и наши ежегодные кадрообразующие мероприятия «Школа актива» 2019 года 15 лет. И данное мероприятие у нас, конечно же, направлено на кадрообразование. Через «Школу актива» проходили более 1500, наверное, человек, и каждый из них по сей день вносит какой-либо вклад в развитие нашей республики Саха-Якутия. И я думаю, что «Школа актива» — это не просто мероприятие, которое проходит в течение месяца, но и в первую очередь это школа жизни. Ну да, я думаю, вообще студенчество — это школа Да, жизни, да, а когда есть такая сильная какая-то организация, которая вот помогает студентам, да? Да. Еще такой вопрос. Вот вы сказали, 1500 активистов, да? Да. Более 1500 активистов выпустилось из стен школы актива университета актива. Да. Северо-Восточного, да? Чем в этом году будет отличаться юбилейная школа актива? Ну, вообще, если начинать именно с предыстории данной школы актива, то создателем этой школы актива является наш ветеран профсоюзного движения Людмила Васильевна Колосова. И в этом году наша 15-летняя школа актива отличается именно тем, что будет очень много новинки. Мы для наших студентов подготовили очень много различных мероприятий, сделали улучшенную версию образовательной программы, и, конечно же, у нас будут различные выезды, и все во благо наших студентов, чтобы они развивались, становились лучше, и после окончания нашего университета делали особый вклад в развитие нашего города и республики в целом. Здорово. Ну, то есть это получается, что такое Северо-Восточный федеральный университет благодаря вот этому профсоюзной организации студентов дает такое купейное, ну, я не знаю, образование, да, какая-то кузница кадров. То есть, получается, вы не только получаете какую-то специальность, но и саморазвитие. Саморазвитие, да, правильно. Сейчас, мне кажется, так много внимания уделяется эмоциональному интеллекту, софт-скиллам, да. Об этом мы тоже постоянно в наших эфирах говорим, призываем наших зрителей, телезрителей, да, развиваться постоянно. Но мне бы хотелось и от вас услышать, наверное, какое-то напутственное слово, возможно, даже поздравления с такими памятными датами. Дорогие участники школы актива, я желаю вам получить все, что приготовили вам наши организаторы. Это будет 28 незабываемых дней подготовки, радости. Вы приобретете огромное количество друзей. Получите все от этого. Ну и, конечно же, помните, что вы в университете для того, чтобы учиться. Спасибо большое за такие хорошие слова и за очень правильное напутственное слово, наверное, да, о том, что действительно в первую очередь учеба. Благодарим вас за то, что вы пришли к нам в эфир, поздравляем вас с такими большими датами, желаем, чтобы все у вас прошло на ура. И, наверное, всех студентов поздравляем с тем, что есть ППОС, и с тем, что они могут не только учиться, но и наслаждаться временем, проведенным в студенчестве. А мы прерываемся на небольшую рекламу и смотрите нас после. Махтал – это благодарность. Махтал – это любовь и забота. Махтал – это тепло и вкус. Махтал – наше сердце для вас. Доброе утро. Спасибо, что вы остаетесь с нами. Сегодня у нас 14 октября, Покров день. Мы ждем снег для того, чтобы зиму пережить снежной и теплой. Мы сегодня все единодушно в первом блоке нашей телепередачи решили, что снега мы сегодня будем ждать. И что еще сегодня происходит интересного, мы обязательно узнаем совсем скоро.
В эфире новости расскажем о самых заметных событиях к началу дня. В студии Василий Радченко, здравствуйте. В городе Нерюнгри в районе магазина «Сказка» накануне сбили ребенка. Информация об этом и короткое видео опубликованы в социальных сетях. Очевидцы сообщают, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал мальчик 6 лет. У него черепно-мозговая травма, ребенок в тяжелом состоянии. Сейчас информация уточняется. Мост через реку Марха в Нюрбинском районе почти готов. Акционерное общество «Сибмост» находится на завершающем этапе строительства мостового перехода на 756-м километре автодороги Вилюй. До ввода объекта в эксплуатацию остаются считанные дни. Официальный ввод намечен на первую декаду ноября. В связи с этим автомобилистов, передвигающихся по ФАТ Вилюй, убедительно просят не ездить через мост, дабы не нарушать целостность еще не окрепшей конструкции. До официального ввода объекта в эксплуатацию запрещается проезд любых автотранспортных средств по данному мостовому переходу. Убедительная просьба пользователей автомобильных дорог не подвергать себя и людей, работающих на данном объекте, жизненному риску. Спасибо за понимание. Глава Якутии занял первое место в рейтинге глав Дальневосточного федерального округа и 8-е место в рейтинге глав регионов России. Топ-руководителей составила компания «Медиалогия» за июль 2019 года. Эксперты отметили среди популярных тем заявление Эсена Николаева в ходе Восточного экономического форума о необходимости принятия национальной программы по развитию макрорегиона и подписание властями Якутии и японскими компаниями соглашения о намерениях по проекту реконструкции аэропорта Якутска. Кроме этого, отмечается участие Николаева в торжественной церемонии открытия и пленарном заседании Северного форума и другие темы. В тройке лидеров Дальнего Востока также глава Приморского края Олег Кожемяка и исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко. Функции тепловой сети, после чего рассматривается переход Якутска в ценовую зону теплоснабжения. В столице Якутии завершился 12-й международный турнир по вольной борьбе серии Гран-при Дмитрия Коркина. Виктор Рассадин, капитан сборной Якутии, в 5-й раз стал чемпионом турнира в весе до 65 килограммов, выиграв якутянина, выступавшего за команду Республики Белоруссия Нюргуна Скрябина. Якутские спортсмены по итогам чемпионата завоевали 1 золотую медаль Виктор Рассадин, 1 серебро у Арияна Тютрина и 1 у Нюргуна Скрябина. И 4 бронзы – это Револи Самсонов, Тимур Николаев, Эдуард Григорьев и Петр Павлов. Напомню, в этом году 12-й международный турнир собрал 156 спортсменов-вольников из 26 стран мира. Спортсмен. Уже 4-й раз всегда повторяюсь, говорю, что здесь очень приятно бороться на этом турнире, потому что здесь, конечно, болеют как за своего. Поэтому я всегда с радостью приезжаю на ваш турнир. Вот эта атмосфера очень классная. Такую атмосферу мало где увидишь, таких болельщиков. А якутянка Анастасия Шитикова стала победительницей молодежного первенства мира по самбо. Золотую медаль алданская спортсменка получила в Узбекистане. Она выступает в весовой категории 70 килограммов. В финале Шитикова одержала победу над соперницей из Украины Валерией Захаревич. Всего в соревнованиях принимало участие 370 спортсменов из 29 стран. На этом выпуск подошел к концу, но наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий, а мы будем держать вас в курсе новостей. Я напомню, что еще больше актуальной информации вы найдете на наших сайтах yak24.ru, nvk-online.ru, а также в социальных сетях. На этом мы пока завершаем выпуск. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Еще раз доброе утро, дорогие телезрители. А я бы хотел напомнить вам погоду на сегодня. Утром температура была -11, а днем ожидается -4 градусов холода. А у нас следующий сюжет. И мы узнаем о том, можно ли добиться успеха в провинции. Девочки из коллектива «Солнышко» доказали, что действительно можно. Главное – это труд, старание и, наверное, увлеченность собственным делом, которым ты занимаешься. Давайте посмотрим в следующем сюжете, как девочки добились такого и теперь едут в Москву. В
культурном центре народного творчества поселка Усьмая имеется 19 формирований, и они работают по разным жанрам, от вокального до танцевального. Из них большой успех имеет детский танцевальный коллектив «Солнышки», которым руководит директор центра Надежда Савина. Впервые дети вышли на сцену, когда им было 7 лет. С 2016 года они успешно начали выступать на республиканской сцене, завоевывая награды. В 2019 году стали лауреатами первой степени «Бриллиантовые нотки». В 2019 году они стали лучшими танцевальным коллективом в республике Саха-Якутия, где нам вручили статуэтку «Грани алмазы». Их заметили и пригласили на международный фестиваль-конкурс «Рождественские звезды» в город Москва с посещением кремлевской елки, который пройдет с 4 по 8 января 2020 года. Ну, конечно, это будет для девочек очень большой стимул. Если даже мы едем в город Якутск, у них такое желание. Они смотрят на других, как они выступают, да, и у них по приезду в Усьмаю, и они начинают еще лучше выступать на сцене. Все костюмы, в которых выступают девчата, изготавливает профессиональная швея Панна Васильевна Неустроева, которая дала этому искусству около 30 лет. Мы нынче вот ездили весной на конкурс с солнышками. Нас тоже похвалили, сказали, что очень богатые, очень шикарные костюмы. А костюмы, в которых выступают девушки, действительно являются украшением любого номера, в котором бы не выступали солнышки. Ни одно культурное мероприятие в районе не обходится без их участия. Я постоянно переживаю за своих девочек, но я 100% уверена, что они самые лучшие и самые талантливые наши девочки. Когда они все успевают? Постоянные выступления, ежедневные репетиции, учеба. И дополнительные кружки, занятия танцем, у них день расписан. То есть они очень это их организовало. Когда мы танцуем, мы можем показать себя, какие мы внутри. Внутренний мир девушек, как лучики солнца, светятся и передают энергию зрителям. Пожелаем танцевальному коллективу, нашим солнышкам, покорить еще одну ступеньку, теперь уже на российской сцене. Мы верим, у них все получится. Юрий Таюрский, поселок Усьмая. На выходных прошел долгожданный турнир серии Гран-при Дмитрия Петровича Коркина, нашего супертренера. И по этому поводу мы пригласили гостя. У нас приглашенный гость Сергей Алексеевич Белоглазов. Сергей Алексеевич Белоглазов – это двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира. Доброе утро. Доброе. Как у вас дела? Ну, все неплохо, за исключением того, что немножко мы устали. Отлетели очень долгий путь, проделали. Я своим ребятам сказал, что, говорю, мы добрались, это уже победа. Сейчас попробуем что-нибудь выиграть. Ну вот. Здесь. Сергей, расскажите, пожалуйста, как прошел турнир, по вашему мнению? Турнир пошел блестяще. Я вот первый раз на турнире Коркина. И, конечно, даже не ожидал, что будет такое представительство и такой состав. Вот. Несмотря на то, что там сегодня календарь очень плотный, у нас 5 турниров сейчас будет проводиться буквально за 2 недели. Вот. И все равно состав очень хороший, и все приехали, те, кто сильно хотел приехать. Организация просто блестящая. Ну, как всегда делал в Якутии. Мы тут с 85-го года, когда был чемпионат Советского Союза здесь, то тогда все тоже было, даже погода не мешалась вот в этот турнир. Это было просто блестяще сделано. На стадионе боролись. А здесь сейчас условия, и прекрасный дворец, и прекрасно просто все организовано. А вот что запомнилось вам лично? Может быть, какие-то схватки? Схватки было очень много интересных. Понимаете, вот правила у нас поменяли уже как 2 года. И наконец-то нашли более-менее какое-то приемлемое решение для того, чтобы борцы могли бы сильно раскрыться, показать свое мастерство. И схватки были очень интересные, буквально на последних минутах, не знал, секундах не знал, кто выиграет. Вот, и я прямо смотрел, не отходя. В многих весах, там 65 очень интересные были схватки, 61, ну, в общем, во всех весах практически. Вот в тяжелом весе там не совсем такая конкуренция, сегодня даже у нас и нет в России это тяжеловеса, который сегодня выиграл медаль на чемпионате мира. Вот, и поэтому в остальных весах просто борьба была очень захватывающая. Да, действительно. Я тоже лично присутствовал. Мне было просто очень интересно. Просто я вот не мог усидеть, топал ногами, хлопал, кричал. Также было очень интересно. Я бы хотел узнать, да, вы когда вот впервые посетили нашу республику?
каком году это было? Первый раз вот я был первый раз на чемпионате мира в 85 году. В 85 году мы тут были на сборах, и потом был чемпионат сам, потом мы приезжали сюда. Ну, я по разным поводам приезжал, и когда Роману Михайловичу памятник ставили на кладбище, вот я тогда приезжал. Вот, и, значит, потом был чемпионат СССР, еще раз я приезжал сюда. И нужно как в качестве тренера. Потом с американцами приезжали на матчевую встречу. Вот, я тоже здесь был. В общем, вот, в основном, конечно, это я вот вижу вот за это время становления Якутска, как бы вот сейчас, конечно, большая разница это наблюдать. Сергей, у вас очень большой тренерский опыт, да? Расскажите, пожалуйста, в каких странах вы работали? Ну, я работал с 91-го года, с 90-го года я работал в Америке 4 года, потом я работал в Японии 5 лет, потом я работал в России 8 лет, потом я работал в Сингапуре 3 года, потом я работал опять в Америке 5 лет, потом я вернулся и работал в России, тренировал девушек. В 88 году. Женской сборной. Да, вот женскую сборную возил на Олимпиаду. И в 90, сейчас, когда в Китае разбился. И потом я работал в Казахстане. Вот в Рио-де-Жанейро я работал в Казахстане. Вот сейчас мои дети в Америке решили закончить свое образование наконец. Мне пришлось поехать с ними там быть рядом. Поэтому так вот. Сейчас вы тренируетесь? Сейчас я работаю в Энн-Арборе, в региональном тренировочном центре. Это штат Мичиган. Здорово. Вы очень востребованы, да, получается? Ну, проблем с работой не было. Да. Также у вас есть старший брат, да? Младший. Старший. Да, Старший брат Анатолий, да? Анатолий, да. Я слышал, вот вас называют братья Белоглазовы непобедимые. Ну, были поражения обидные, но, знаете, не победят. Ну, так и было. Если все зрители, да, если вы выходите на ковер, да, они ожидали только победу. Ну, победа... Вы не разочаровывали, по-моему. Нет, да? может быть, мы были интересны как борцы в каком-то плане. Как-то, да, чувствовал, что внимание зрителей есть, и они приходили смотреть на нашу борьбу, это приятно. Вот. Но нельзя не быть непобедимым. Там такой вид спорта, ты сегодня первый, завтра ты можешь быть никакой. То есть у нас тренирует характер во всяком случае. Конечно, это, без этого тоже нельзя. Это, если вы все время выиграете, тоже плохо. Надо иногда поражение отрезвляют и дают какой-то другой стимул совершенно для работы. Ну, вы сейчас с Анатолием общаетесь? Конечно, мы сейчас будем в Кемерово. Также работает? Да, он работает в ЦСКА в Москве. И ездит сейчас много, делает мастер-классов. Вот. И у меня тоже я бы делал, но у меня времени на это нет, к сожалению. И сейчас мы едем в Кемерово на турнир. Вот. И дальше мы уже по главному. У меня два парня попали там на Олимпиаду, поэтому мне надо быть там сейчас в Америке. Спасибо большое, что вы посетили нас. Да. Я очень рад встрече с вами лично. Спасибо большое. Спасибо.